Добрый день. Итак, начинаем мы мастер-класс Челябинская школа. Итак, Вселенная нам дала знак. Как думаете, какой знак она нам дала? Вчера нам она дала знак. Это слово «знак». Представьте, да? Итак, давайте назовите, пожалуйста, знаки, которые окружают нас. Знак – это у нас, вы сказали, дорожный знак. Конечно, знак препинания. Знаки судьбы. Судьбы, знаки, конечно. Вселенной. И оказывается, Вселенная, да, сегодня тоже дала знак. Мы получили сегодня цифру 8. А если цифру 8 перевернуть, то получается тоже, да, бесконечности. Знак бесконечности, знак Вселенной. Еще правильно, да. Бесконечности, еще зодиака и так далее, да? Их очень много, да, знаков очень много, и они нас окружают везде и всюду. Итак, так как я работаю учителем начальных классов, мы в начале учебного года всегда с учениками делаем творческую работу «Безопасная дорога от дома до школы». Там ученики с помощью вот этих вот дорожных знаков, которые вы вот сказали, проектируют свой безопасный путь и защищают свою работу. Также мое хобби – это коллекционирование. Соответственно, связано с денежными знаками, да? Увлекаюсь баллистикой, нумизматикой. Тут я уже использую игровой метод. Дети, так как очень любят конвертировать рубли, да, в иностранные валюты или наоборот, покупают товары с магазинов и так далее, тогда тут уже идет практика-ориентированный подход. Дальше идет метод проектов. Например, вот знаки зодиака связать. Тут тоже можно ее тоже на уроках или во внеурочном вести, которые уже формируют, естественно, научную нашу грамотность и читательскую грамотность. Дети узнают свой знак зодиака, путешествуют по нему, сочиняют загадки и так далее. Все, можно, фантазия большая, да? Итак, сейчас я даю вам задание. Пожалуйста, скажите, какой предмет вы преподаете? История. Русский язык. Русский язык. Очень хорошо, у всех разные предметы, да? Как думаете, почему я спросила ваш предмет? Да, чуть-чуть правильно. Вот, давайте я скажу тогда. Вам надо сейчас нарисовать знак своего предмета учебного. Можете связать с функциональной грамотностью. Хорошо? Ваша фантазия может... Дается несколько минут, пока можете работать. А в это время я расскажу, какие приемы, методы я использую в своей работе в начальных классах. Так как у нас школа предметная, я веду там русский язык с 1 по... Так как у нас русского языка учителя нету, 5 класс в этом году тоже стала вести, да? Поэтому на уроках русского языка я использую разные знаки. Там, стрелочки, будем красить, как уже заметили, да, в тетради. Разные символы придумываем. И придумали такую вот папку, которую дети назвали «Папка-помогатор». И здесь дети уже рисуют, составляют свои правила. Дальше. Еще. Дальше следующее. Можно использовать цветные. Тут, конечно, мягкий знак наш есть, да, твердый знак, который уже в начальных классах мы проходим. Цветные можно придумать. Прием рафт, в котором можно дети уже какой-то, например, они дорожный знак какой-то, да, и придумывают у нее уже
свой какой-то сказ входит в этот неодушевленный предмет. Да? Дальше, конечно же, интеллект-карта, вот мой мягкий знак, да, и сразу составляем, какие, что он, какая у него роль. Этот прием я очень люблю использовать при систематизации знаний. Дальше, на уроках литературного чтения, тут тоже мы видим разные вот графические вот знаки люблю, чтобы дети не все и самую суть, чтобы написали. И составила вот такой читательский дневник для начальных классов, в котором с 1 класса по 4 класс мы самое главное пишем. И вот потом в 5 классе они могут уже составить в виде инфографики, которые уже включают свои, находят из интернета разные рисунки, могут сами составить. И тоже главное учатся конспектировать, то есть находить всю суть. И эти работы привезла, поэтому уже показываю. Тут все есть. Ну, давайте, да? Наверное, уже готовы. Итак, родной язык уже готов. Какой символ? Хахат конuşmada olanlarında menüskün ruhundadır. Onlar sakatlıklar samay nadılaq üç fungsionalni grammatdan so'raydi. Agar istalunda so'raydi. Так как я учитель истории, я рисовал родословную, свою родословную. То есть каждый ребенок, учащийся человек должен знать свою родословную. Спасибо. Я тут несколько раз неправильно все нарисовала, я не художник, но поэтому, наверное, всем не видно. Я нарисовала книгу и перо, потому что я преподаю, получается, чтение, да, и письмо. Вот самое основное, то, что я должна дать ребенку, это вот грамотность, быть грамотным, читать, хорошо читать, выразительно читать и красиво, грамотно писать. Это я нарисовала глобус, потому что английский язык это международный язык, и учитель играет наши основные глобальные компетенции. Спасибо. Итак, вот, значит, оказывается, да, к нашим предметам тоже можно дать такое задание, да, ученикам, придумать свой знак какой-то, да, можно предмету, можно нашему турниру тоже можно придумать, или функциональной грамотности на уроках можно использовать везде.